Немного терпения и иммунитет бычку обеспечен на целый год. Ветеринары Сунжинской станции по борьбе с болезнями животных проводят плановый обход. Это как крестьянско-фермерские хозяйства, так и частные домовладения. Животных вакцинируют и берут кровь на анализ для выявления пораженных клеток. Сама процедура с последующей вакцинацией занимает не более 20 минут. Подготавливать как-то по-особенному их не нужно. То есть врач приезжает вместе со своими ассистентами, вместе с ветеринарным фельдшером или ветеринарным санитаром на хозяйство или в частный сектор, получается, на дом. И берет с собой вот из необходимого инвентаря, у него это получается сама вакцина, аппарат Шилова, если поголовье большое. Если частично, то можно шприцами обыкновенными прививать. Прививаются они подкожно. В среднюю треть шеи вводится вакцина. Вакцина поливалентная типов А, О, Азия-1. Отказываясь от вакцины, фермеры рискуют не только понести серьезные финансовые убытки, но и ставят под угрозу свое здоровье и всей семьи в целом. Ведь некоторые заболевания передаются человеку от животных, напоминают ветеринары. В хозяйстве Шамиля Исаева 20 бычков и 30 овец. Профилактический осмотр и вакцинацию для своего скота мужчина проводит 2 раза в год – осенью и весной. Производим 2 раза в год. Скот не болеет, на поправку идет, все нормально с ним. Массового заражения и случаев инфекции, по словам врачей, пока не зафиксировано. Избежать больших потерь помогают ряд эффективных вакцин. Сегодня скот прививают ящерной, культурной, монополивалентной, сорбированной, инактивированной вакциной. Молодняк крупного рогатого скота прививают в 4-месячном возрасте, овец и коз с 3 месяцев. В первом квартале текущего года планировалось привить 6 тысяч голов против ящера, и мы справились, даже немного перевыполнили этот план. У нас привито в данный момент, получается, именно вот в Сунжинском районе 7 тысяч голов. Это животные до 3 месяцев от рождения и животные глубокой стельности. То есть если месяц до отела или окота остается, то животные не прививаются. Ветеринары отмечают, вылечить животное от ящера невозможно. После убоя пить необработанное термически молоко и есть мясо зараженного животного противопоказано. Причина в том, что вирусы, находясь в организме крупнорогатого скота, накапливают в себе токсические и прочие вредные вещества. Поэтому человек может заразиться заболеванием токсического характера. Накладывается карантин на хозяйство и на населенный пункт, в котором находилось данное животное. И если даже вот возникнет это заболевание, то масштабы ущерба бывают колоссальными, потому что опасность очень высокая, так как болеют и люди, то получается весь скот, который находился в данном хозяйстве, он тоже подлежит утилизации, то есть вынужденному забою. Весь инвентарь получается, в общем, все это нужно сжигать. Специалисты напоминают, что в случае, если ветеринарный врач не пришел на дом, то фермерам необходимо обратиться на ветстанции, которые открыты во всех районах республики. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.